Смотрите в программе. Еще одна крупная промышленная компания примет участие в социально-экономическом развитии региона. Глава Якутии провел переговоры с руководством Эльгинского ГМК. Более 300 уголовных дел возбуждено в этом году по факту телефонного мошенничества. Какие схемы используют чаще всего? Сегодня проходит день осеннего равноденствия. Северяне переживают переход к зиме, а вот астрологи считают, что это лучшее время, чтобы завершить задуманные дела. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором Эльгинского ГМК Вячеславом Галактионовым. Глава компании озвучил, что они готовы принимать активное участие в социально-экономическом развитии региона, реализовать новые инфраструктурные проекты, включиться в деятельность научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития. В частности, руководство Эльгинского ГМК изъявило желание участвовать в проектах НОТ-Север территория устойчивого развития, касающихся наращивания минерально-сырьевой базы месторождений полезных ископаемых, развития технологии комплексной отработки месторождений рудного золота, создания новых производств в Арктике и других. Якутия победила в номинации «Прогресс года» 8-го национального чемпионата World Skills Russia 2020. Ею награждаются регионы, сделавшие самый большой рывок по сравнению с результатами прошлого года. В этом году выявлено два победителя. Это Республика Саха-Якутия и Томская область, поднявшиеся по сравнению с итогами 2019-го на целых 10 позиций. Награды регионам-победителям вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Победителей поздравил и глава Якутии Айсен Николаев. Он сказал, что наши студенты и юниоры на чемпионате World Skills Russia 2020 завоевали 24 награды, 9 медалей и 15 медальонов. В прошлом году в копилке Якутии было 4 медали и 2 медальона. Самое главное, среди победителей представители из разных учебных заведений нескольких районов региона. За 7 месяцев текущего года в Якутске возбуждено более 300 уголовных дел по факту мошенничества с использованием современных средств связи. Примерно половина дел связана со звонками от незнакомцев, которые обманом выуживают у своих жертв конфиденциальные данные. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. С вашего лицевого счета произошло списание денег. Чтобы отменить операцию, необходимы номер вашей банковской карты и код из СМС-сообщения. Таков один из способов обмана дистанционных мошенников. Есть и множество других. Так, жительница Якутска стала жертвой мошенников, пытаясь продать плиту по объявлению. Мне позвонили мошенники и сказали, что звонят с комиссионного магазина «Победа» и хотят купить у меня газовую плиту. Сказали, нужно продиктовать им номер карты. И я им продиктовала номер карты. Затем он сказал, что придет СМС с кодом. И этот код тоже я должна сказать. Итогом стала кража со счета девушки 50 тысяч рублей. В этом году полиция отмечает рост числа подобных преступлений. За 7 месяцев в одном только Якутске возбуждено 321 уголовное дело, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы проводим профилактику среди населения с целью недопущения данных преступлений. Попадается, так скажем, все категории граждан Республики Саха-Якутия. Но в последнее время прирост потерпевших, то есть заявителей, это категория граждан от 30 лет даже, можно даже сказать. То есть, получается, злоумышленник звонит с неизвестного номера, представляет якобы там сотрудником банка, сотрудником магазина, продавцом этого магазина. И, введя в заблуждение, как говорится, создается, как говорится, условия, негативные условия. Зачастую преступниками становятся даже простые граждане. Найдя чужую банковскую карту, ни в коем случае нельзя ею пользоваться. Даже если вы снимаете или тратите самую незначительную сумму, говоря словами следователей, уже появляется состав преступления. Юрий Осипов, Якутск. Правительство страны утвердило критерии использования дальневосточного гектара. Всего их 4, выбрать можно любой. Указывается, что обладатели дальневосточного гектара смогут оформить его в собственность или же долгосрочную аренду, если они используют эту землю в соответствии с определенными критериями.
Наличие на земельном участке объекта капитального строительства, в том числе и незавершенного, средства, вложенные в эту землю, не менее 30 тысяч рублей. Если человек продает какую-то продукцию, которую произвел или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тысяч рублей. И наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка. В следующем году в селе Талон Ленского района Якутии планируют достроить школу. Новое учреждение рассчитано на 50 учащихся, детский сад на 15 воспитанников, интернат на 15 человек. Жить в нем будут дети из соседнего села Инялы, где нет образовательных учреждений. Работы ведут без отставаний по графику. Оборудование и материалы завозят в срок. Стоимость контракта составляет порядка 300 миллионов рублей, из них 100 миллионов заложены в бюджете района. Завершение строительства намечено на июль месяц 2021 года. Прием в управление соцзащиты возобновили в Алдане. В режиме карантина и самоизоляции работа с получателями услуг велась через интернет, однако с обновлением приема дистанционная форма остается востребованной. Какой способ подачи заявления чаще пользуется спросом и почему, узнала Татьяна Вахнина. Все специалисты в управлении соцзащиты по Алданскому району заняты. И хотя в коридорах посетителей нет, освободятся сотрудницы не скоро. После того, как уйдет один клиент, подойдет второй, согласно записи. В управлении соцзащиты возобновлен личный прием граждан. Во избежание скопления народа прием осуществляется по предварительной записи. На личный прием граждане могут записаться по всем телефонам, которые есть в управлении, также по телефону горячей линии. Это также можно, в принципе, написать на электронную почту. Напомним, с апреля месяца в рамках ограничительных мер все услуги управлением соцзащиты оказывались дистанционно, посредством сайтов и через электронную почту. С возобновлением личного приема удаленный способ работы с получателями сохранен. В связи с пандемией коронавируса многие услуги переведены в электронный вид и подаются заявителями, гражданами посредством портала государственных услуг и электронной Якутии. Это порядка 30%. Управление соцзащиты реализует более 70 мер господдержки. Часть услуг по-прежнему оказывается только в дистанционной форме. Так, через сайты или по электронной почте принимаются заявления на начисление выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. На сегодняшний день у нас поступило порядка 1500 таких заявлений, то есть они все обработаны специалистами и выплаты производятся. Между тем, дистанционное получение услуг удобным нашли не все. Многие получатели предпочитают общаться со специалистами лично. Нередко это связано с отсутствием как интернета, так и пользовательских навыков. Лучше всего сюда прийти и спросить, и тебе лучше объяснять, чем по интернету. Потому что у меня интернета нет, я не пользуюсь уже. Личный прием в управлении соцзащиты ведется с соблюдением мер безопасности. Масочный режим остается обязательным. Помещения регулярно обеззараживаются. Татьяна Вахнина, Алдан. Артист филармонии Якутии стал стипендиатом правительства России. Концертмейстер группы труп «Симфоника Арктика» Любомир Слепцов, выпускник Высшей школы музыки, отличник культуры Якутии, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Стипендия правительства для 100 молодых деятелей культуры и искусства страны учреждена с 2014 года. Премия назначается молодым деятелям культуры и искусства, работающим в региональных организациях, и выплачивается сроком на год. В разные годы стипендиатами премии становились артисты Государственной филармонии Якутии Павел Васьковский, Лена Дидюкина и Дмитрий Швецов. Сегодня проходит День осеннего равноденствия, который сигнализирует о начале астрономической осени. Оно случается, когда Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Соответственно, для жителей южного полушария наступает прямо противоположная дата – весеннее равноденствие. Жители же северного полушария переживают период перехода на зимнее время. После осеннего равноденствия дни становятся короче, а ночи длиннее. А вот с астрологической стороны равноденствие – это период обновления. Это своеобразная точка невозврата, время перезагрузки и завершения всех дел. На этом пока все. До встречи в эфире.